Далее для освещения событий первой половины дня ко мне присоединятся мои коллеги, которые расскажут о событиях в экономике, спорте и чрезвычайных происшествиях. Ну а пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на отметке 61 рубль и 46 копеек. Евро на отметке 68 рублей и 20 копеек. По позициям обмен на доллара в Якутске сегодня выгоднее покупают за 61,27, а продают за 61,90 в Восточном банке. Что касается обмена евро, тоже лидирует Восточный банк, покупает за 68 рублей 5 копеек, а продает за 68 рублей и 65 копеек. Двигаемся далее, переходим к другим новостям. Комитет Государственной Думы по госстроительству рассмотрит проект поправок в Конституцию в рамках их подготовок к первому чтению. Об этом сообщил журналистам спикер Палаты Вячеслав Володин после заседания Совета Думы. Он отметил, что президентский законопроект содержит новации, которые Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию. Спикер подчеркнул, что при этом остается сильная президентская власть, основанная на вопросах, связанных с оценкой деятельности федеральных чиновников, премьер-министра, региональных чиновников и на возможностях отрешения их от должности. Также текст поправок содержит, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума. Предусматривается также регулярная индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом. Практически большую часть, наверное, заседания Совета посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституции. Принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет, Комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента. Она проистекает из послания. В общем-то, это, если хотите, послание, изложенное только уже в нормах закона и в тех предложениях, которые мы получили. Также в Госдуме оценили сроки принятия закона о материнском капитале на первенца. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, документ может быть принят в максимально короткие сроки. Цитата: «Я думаю, что законопроекты будут приняты в весеннюю сессию, потому что необходимо внесение изменений в законодательство», заявила Окунева. Она также добавила, что средства на материнский капитал предусмотрены в бюджете. Плавно переходим к экономическим событиям. Названы топ-6 регионов по числу заключенных договоров по программе «Дальневосточная ипотека». Итак, это Приморский край, Хабаровский край, Якутия, Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1 миллиард 550 миллионов рублей. Средняя сумма кредита составляла при этом 3 миллиона 530 тысяч. Несмотря на все предпринимаемые со стороны надзорных органов меры, россияне продолжают испытывать на себе давление и зачастую неправомерные действия по взысканию просроченной задолженности со стороны коллекторских агентств. Подробнее узнаем у моего коллеги Ивана Лазаренко. Иван, насколько ситуация критична и как все-таки ее можно разрешить? Что говорят эксперты? Василий, приветствую. Да, действительно, несмотря на все уже принятые законы, в Федеральной службе судебных приставов отметили, что за 2019 год количество жалоб на действия коллекторов продолжало неуклонно расти и увеличилось на 35% по сравнению с 2018 годом. И поэтому в ближайшее время в Государственную Думу будет внесен проект еще одного федерального закона, который будет регламентировать взаимодействие между должниками и взыскателями задолженности. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Проект федерального закона о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Нижней палаты Российского парламента. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян, а это 51%, имеют непогашенные кредиты. При этом на 12% возросла доля заемщиков, которая указывает на то, что рассчитаться могут с трудом. В Госдуме при этом напоминают, что с 2016 года в России начали действовать федеральные законы, целью которых было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком. Однако за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти. Так, в декабре прошлого года Федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о том, что количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть, на 35% по сравнению с 2018 годом, уточняют авторы законодательной инициативы.
По итогам 2019 года Россия оказалась на 5-м месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая. Банк России нарастил за прошлый год резервы монетарного золота на 159 тонн до 2270 тонн. При этом Китай, который еще в 2018 году уступил России 5-е место, в прошлом году закупил золото меньше – около 100 тонн. По официальным данным, резервы золота Центробанка Китая составляют 1948 тонн. Что же касается лидеров мирового рейтинга, то на первом месте США, на втором Германия, далее следуют Италия и Франция. По данным экспертов, Россия остается крупнейшим покупателем золота. В 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы страны. Тем временем Россия улучшила свою позицию в рейтинге инновационных экономик Bloomberg Innovation Index. Россия заняла в нем 26-е место, поднявшись на одну позицию. Лидером рейтинга стала Германия, обогнав Южную Корею, которая на протяжении предыдущих 6 лет занимала в нем первую строчку. Третью строчку занял Сингапур. В прошлом году азиатский город-государство был лишь на 6-м месте. США утратили одну позицию и переместились на 9-ю строчку инновационного рейтинга. Ежегодный инновационный рейтинг агентства Bloomberg выходит в этом году в 8-й раз. В исследовании эксперты анализируют страны, в том числе с точки зрения расходов на исследования и разработки, производственные мощности и количество высокотехнологичных публичных компаний в каждой. Российские кредитные организации считают ажиотажным спрос на жилье по программе «Дальневосточная ипотека» по льготной ставке 2%. Но ограниченное предложение может привести к росту цен за квартиры, сообщили в Минвостокразвития России. О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит размером не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми квалифицированными кадрами. В Минвостокразвитии отметили, что наибольший спрос по программе сейчас приходится на жилье в Приморье, Якутии, Хабаровском крае, Бурятии, Преамурье и на Сахалине. При этом сложностью первого этапа реализации ипотеки может стать рост цен на жилье. Это следствие ограниченного предложения на рынке. Самые богатые люди контролируют больше денег, чем 60% населения планеты. Совокупное состояние 2153 миллиардеров в прошлом году оказалось больше, чем у 4 миллиардов 600 миллионов жителей планеты, говорится в докладе благотворительного фонда Oxfam International. Документ активисты обнародовали в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Саммит пройдет в Швейцарии с 21 по 24 января, рассказывает Анастасия Дмитриева. Богатейшие люди мира контролируют больше денег, чем 60% населения планеты. Об этом в понедельник сообщила благотворительная организация Oxfam. Доклад представлен в преддверии Давосского экономического форума, ежегодного саммита на швейцарском горнолыжном курорте, где собираются бизнес-магнаты из разных стран. Согласно исследованию, в 2019 году совокупное состояние 2000 миллиардеров оказалось больше, чем у 4 миллиардов 600 миллионов людей на планете. Авторы доклада опирались на рейтинг Forbes. Также они посчитали, что неоплачиваемый женский и детский труд приносят мировой экономике более 10 триллионов 800 миллиардов долларов в год. В 3 раза больше, чем индустрия высоких технологий. Генеральный директор Oxfam Индия в интервью агентству Рейтер привел в пример женщину по имени Буча Деви из Индии, которая работает по 17 часов в день, чтобы прокормить семью. С одной стороны, вы видите миллиардеров, которые собираются в Давосе на личных самолетах и ведут роскошный образ жизни. И с другой стороны, таких как Буча Деви. И она такая не одна. В Индии я встречаю подобных женщин ежедневно. Та же ситуация наблюдается во всем мире. Мы должны изменить это и, конечно же, положить конец этому миллиардерскому буму. Бихар призывает правительство ввести прогрессивную ставку налога на доходы состоятельных людей и направить эти средства нуждающимся. Разрыв между богатыми и бедными только на прошлой неделе вызвал несколько протестов по всему миру. Гражданская правозащитная группа в Кении прошла маршем по центру Найроби с призывами бороться с неравенством. Во Франции продолжаются забастовки против планов президента Эммануэля Макрона реформировать пенсионную систему. За тысячи километров в Чили произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности после нескольких месяцев уличных протестов против бедности.
К этому часу у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, ну а я передаю слово тебе. Как будет развиваться экономическая ситуация в стране, я расскажу в следующем выпуске. Да, Иван, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее и переходим к другим темам. Помериться силой знаний. В Якутске проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Так, сегодня в 17-й школе стартует олимпиада по экологии. На торжественном открытии мероприятия находится Сарглана Федорова. Сарглана, здравствуй, расскажи, как проходит олимпиада. Приветствую, Василий. Сегодня в 17-й школе праздник интеллекта, творчества и ума, но вместе с тем ответственный день для участников Олимпиады. Их сегодня поприветствовали с напутственными словами. Ребята сегодня будут соревноваться в знании экологии, выполнят теоретическую часть, а завтра защитят уже свои проекты. Как отмечают эксперты, с каждым годом у участников повышается интерес к решению экологических проблем. На решение заданий им дадут 3 часа. Региональный этап Олимпиады в эти дни проходит на 10 образовательных площадках столицы. Уже состоялись соревнования по русскому, французскому, обществознанию, информатике и астрономии. Участвуют более 1200 школьников с 5 по 11 классы. Все они призеры и победители муниципального тура. Среди них есть и ребята, которые участвуют в нескольких олимпиадах. Например, Павел Николаев, ученик 10 класса республиканского лицея. И он нам рассказал, как ему удается каждый год успешно принимать участие в олимпиаде. Сначала у нас был школьный тур. Он проходил только внутри школы. Там были достаточно простые задания, именно по самим основам предмета. Затем последовал уже более сложный муниципальный тур, где я набрал достаточное количество баллов. И вот я прошел на региональный этап. В прошлом году я участвовал и стал призером регионального этапа. Хорошие результаты на региональном этапе Олимпиады дают возможность получить баллы для поступления в Северо-Восточный федеральный университет, а также победители отправятся весной на заключительный этап, а призеры заключительного этапа уже получат возможность поступить в любой университет России по предмету Олимпиады. У меня все. Василий. Сарглана, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников осветила наш корреспондент Сарглана Федорова. Ну а мы двигаемся далее, переходим к событиям за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. По меньшей мере 3 человека стали жертвами мощного шторма «Глория», обрушившегося в воскресенье на восточное побережье Испании. В регионе закрыты школы, заблокированы дороги, отменены или даже задержаны сотни авиарейсов. Артем Сторонов с подробностями. Ураганный ветер, 8-метровые волны, аномальные холода и обильные снегопады принес в Испанию шторм «Глория». Он обрушился на Балеарские острова и континентальную часть страны в воскресенье и, как ожидается, будет бушевать здесь до среды. По данным местных изданий, скорость ветра в некоторых местах достигает 130 км в час. Более 30 провинций приведены в режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Закрыты десятки школ, заблокировано движение по сотням километров автотрасс. Основной удар стихии пришелся на острова Ибица и Форментера и провинцию Аликанте. Аэропорт одноименного административного центра временно приостановил работу. Сотни рейсов были отменены или задержаны. В горных районах города завалило снегом. Жертвами шторма «Глория» уже стали 3 человека. Пожилой мужчина, погибший от удара подхваченной ветром черепицы, бездомная женщина, предположительно скончавшаяся от переохлаждения, а также водитель, которого сбила машина на дороге, когда он устанавливал цепи на колеса. По словам синоптиков, в ближайшие дни влияние «Глории» в виде снегопадов и низких температур будет ощущаться по всей стране.
В китайском городе Ухань скончался 4-й зараженный новым типом коронавируса. Умер 89-летний мужчина. Симптомы болезни у него проявились 13 января, но госпитализировали его лишь 18 числа. В целом пока было зафиксировано 219 случаев заражений, из них 198 в Ухане. 25 человек выздоровели и уже выписаны из больниц. 4 на данный момент скончались. Неизвестный ранее коронавирус, вспышка которого произошла в декабре в Ухане, начал распространяться на другие китайские города. 2 новых случая заражения были зафиксированы в Пекине, еще один в Шэньчжэне. Кроме того, вирус диагностирован у 2 пациентов в Таиланде и еще у 2 в Японии и Южной Корее. Всего за минувшие выходные власти Китая выявили 139 новых случаев заражения. Все инфицированные либо жители Ухани, либо посещали этот город в конце декабря – начале января. Количество жертв вируса увеличилось до 3 человек. Общее число заболевших превысило 200. Многие жители Пекина в понедельник появились на улицах в масках. Конечно, я верю правительству, но мне все равно страшно, потому что лекарства нет. В отличие от бактерий, вирус мы убить не можем. Приходится полагаться на свой иммунитет, если заразишься, и это пугает. До сих пор остается неизвестной природа нового вируса, источник заражения, способы распространения и степень тяжести. Хотя, по словам экспертов, он менее смертоносен, чем атипичная пневмония, вспышка которой в Китае в 2002-2003 годах унесла жизни почти 800 человек. В МИДе заявили, что держат ситуацию под контролем. После вспышки, вызванной новым вирусом пневмонии в Ухане, китайские власти немедленно сообщили Всемирной организации здравоохранения, соответствующим странам, регионам и организациям, Гонконгу и Макао всю необходимую эпидемиологическую информацию. Мы со всеми поддерживаем контакт. Китайский Минздрав работает над тем, чтобы донести эти данные до широкой общественности. Мы ведем совместную работу, чтобы держать эпидемию под контролем и охранять здоровье всех жителей Земли. Тем не менее, власти КНР опасаются дальнейшего распространения вируса. В ближайшие недели здесь будут отмечать Новый год по лунному календарю, и миллионы жителей страны отправятся в поездки как к родственникам в Китае, так и за границу. Принц Гарри в воскресенье впервые после отказа от королевских привилегий выступил с речью. Он заявил, что принял это решение, поскольку иного выбора у него не было, а также дал понять, что разочарован итоговым соглашением с Букингемским дворцом. В минувшие выходные Букингемский дворец объявил, что Гарри и Меган утратят статус старших членов дома Виндзоров. Они лишатся званий королевских высочеств и больше не будут получать средства на выполнение официальных обязанностей. В воскресенье Гарри впервые после отказа от королевских привилегий выступил с эмоциональной речью на приеме своей благотворительной организации в Лондоне. Он дал понять, что герцог и герцогиня Сассекские рассчитывали на несколько иное соглашение. По словам Гарри, который продолжит быть принцем, супруги надеялись и дальше служить Ее Величеству, Содружеству наций и военным ассоциациям, но без королевского финансирования. Однако, к сожалению, оказалось, что это невозможно. «Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю, и это никогда не изменится», – заявил Гарри. «Надеюсь, мои слова помогут вам понять, до чего все дошло, что я готов отказаться от всего, что я когда-либо знал, чтобы сделать шаг навстречу тому, что, как я надеюсь, будет более спокойной жизнью», – добавил он. Принц отметил, что его решение отказаться от королевских привилегий не было принято легкомысленно. Это были месяцы переговоров после стольких лет трудностей. «Что касается этого решения, другого выбора на самом деле не было», – сказал он. Теперь Гарри и Меган, которые неоднократно давали понять, как они устали от внимания прессы, будут жить на 2 континента, проводя время попеременно в Великобритании и Северной Америке. Однако ни в каких официальных королевских мероприятиях, в том числе военного характера, они больше принимать участие не будут. Китаец Сунь Цзифа потерял оба предплечья в возрасте 27 лет в результате несчастного случая. Многие бы отчаялись в подобной ситуации, однако мужчину это событие вдохновило на создание протеза собственной конструкции. Механическая рука, которая управляется локтевым суставом, предположительно была создана после того, как Суню не хватило денег на покупку протеза, прописанного врачами. Теперь на изобретение предприимчивого китайца помогает не только ему самому, но и другим людям с физическими увечьями,
выполнять каждодневные задачи. При помощи протезов первого поколения можно было только принимать пищу, второго поколения переносить предметы, а для изготовления протезов третьего поколения он использовал знания механики. Сейчас изобретателю 66 лет, и в своей мастерской он изготавливает механические конечности для людей с невысоким достатком. Суть Цзиньфа начал свое дело для решения собственной проблемы, а теперь использует интернет для помощи большому числу людей по всему Китаю. Сейчас мои протезы эстетически красивые. Они могут быть разработаны под конкретные нужды клиентов. Их могут использовать разные люди с ограниченными возможностями. Я открыл интернет-магазин по совету других, надеясь помочь большому количеству людей с ограниченными возможностями. Переходим к чрезвычайным происшествиям. Горячая линия по снюсу заработала в России. Специалисты Роспотребнадзора по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотиносодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам исследований указанная продукция соответствует одномоментному выкуриванию 30 сигарет. Отмечается, что специалисты ведомства будут вести консультации по будням с 9 до 17 часов по якутскому времени. Номер телефона горячей линии Управления Роспотребнадзора по Якутии 8 800 550 21 24. Звонок бесплатный. Житель Среднеколымска обратился в прокуратуру с жалобой на сотрудника банка, который отказался принимать у клиента деньги для перевода. При разбирательстве выяснилось, что своими действиями сотрудник банка защитил пенсионера от мошенников. Подробности узнаем у Александра Хавренко. Александр, а почему банковский работник отказал предоставлять услуги? Операция, которую хотел провести пенсионер, показалась банковскому работнику сомнительной. И чтобы сохранить деньги клиента, он отказался ее осуществлять. И, как оказалось, банковский работник был прав и не зря проявил бдительность. Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. К прокурору Среднеколымского района на личный прием обратился 81-летний местный житель с вопросом об обосновании отказа банка в проведении денежной операции. Гражданин пояснил, что в декабре 2019 года ему на мобильный телефон поступили звонки от неизвестных лиц, которые, представляясь сотрудниками одного из банков России, предлагали ему возврат денежных средств в размере 800 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Для получения денег пожилому человеку предложили перевести 30 тысяч рублей в адрес сотрудника банка, объяснив это тем, что якобы это комиссионный сбор. Пожилой человек поверил злоумышленникам и решил перевести деньги через филиал банка, расположенный по месту его жительства. Однако в проведении денежной операции ему сотрудники банка отказали в связи с подозрительностью. Гражданину разъяснено, что он стал жертвой мобильного мошенничества. Сообщение о преступлении передано прокурором в полицию для проведения процессуальной проверки. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». За минувшие выходные в ходе оперативно-профилактической операции «Быт» участковые уполномоченные полиции Якутска выявили 5 фактов нарушения оборота алкогольной продукции. Возле жилого дома по улице Дежнева участковым выявлен факт реализации алкоголя из машины Toyota Vitz под управлением 44-летнего водителя. На месте изъят 1 литр водки. Участковый уполномоченный 2-го отдела полиции выявил факт незаконной реализации пива в продуктовом магазине по улице Каландарашвили. В отношении 44-летнего продавца составлен протокол о административном правонарушении. Выяснилось, что ранее женщина 4 раза подвергалась ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Сотрудниками 3-го отдела полиции установлен 35-летний местный житель, который осуществлял продажу алкоголя из принадлежащей ему автомашины Toyota Allion. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике обнаружено и изъято 10 бутылок водки объемом пол-литра. 2 факта продажи алкоголя из автомашины выявлено во дворе жилого дома по улице Семена Данилова и улице Якутская. Участковыми 2-го отдела полиции совместно с представителями республиканского Минпреда выявлен факт продажи алкогольной продукции без вскрытия потребительской тары в пивном ресторане на территории продуктового магазина по улице Ярославского. На всех выявленных бутлегеров составлены административные протоколы. Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновении в жилище, а также в покушении на убийство. По версии следствия, обвиняемый в августе 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Батагай Эвено-Батантайского района, незаконно против воли потерпевшей проник в ее частный дом, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы. На что обвиняемый, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая к потерпевшей неприязнь в связи с ее подачей заявления в полицию, вновь незаконно проник в ее жилище
и, имея умысел на убийство, нанес ей не менее 9 ударов, принесенным с собой ножом. 3 удара пришлись в область груди и брюшной полости. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. 20 января 2020 года в Ленскую центральную районную больницу поступил ребенок 2011 года рождения со следами множественных укусов в области головы и туловища. Предварительно установлено, что ребенок, возвращаясь домой со школы, стал жертвой нападения стаи собак. По данному факту прокуратура Ленского района организовала проверку. Обеспечение безопасности уполномоченными лицами жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, а также полноты и своевременности исполнения мероприятий по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая по данному факту на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире России и республики мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что о чрезвычайных происшествиях нам рассказал мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы переходим к новостям Южной Якутии. Нерюнгринский район полон интересных людей, и один из них – Роман Хмелев. Молодой человек, несмотря на суровую якутскую зиму, совершает постоянные прогулки в лес практически раздетым, чем поначалу удивил или даже напугал горожан. При этом мужчина не видит в своем закаливании ничего необычного. Сейчас на прямой связи с нами наша коллега Александра Цыбикова. Александра, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о столь непростом увлечении. Василий, здравствуй. Мы сейчас находимся в лесочке, в Нерюнгринском лесочке. На улице минус 36, холодно. Мы вышли, рядом со мной находится Роман Анатольевич. Вот наш Человек-Мороз, который Нерюнгринский район вдохновляет заниматься чем? Закалением. Скажите, как давно вы этим занимаетесь и почему вообще вы решили именно такой образ? Здравствуйте, друзья. Я вообще с южных областей постсоветского пространства. Приехал в этот город на работу как раз той зимой, год назад. И та зима меня сильно ломала. Простудные заболевания, с больницы я не выкисал. Решил, следующую зиму что-то нужно поменять. И вот постепенно, когда выпал снег, пришли морозы, начал понемножку растираться снегом. Чувствую, мне уже этого мало. Захотелось выйти, просто прогуляться. Вышел на 1, 2, 3 минуты. Ну и теперь это настолько я от этого получаю удовольствие, что могу находиться там до получаса в лесу, на улице, дыша свежим воздухом, любуясь этими красотами. И здоровье, и все положительные эффекты, так сказать, у меня от этого. Скажите, сколько раз в неделю вам приходится приблизительно? Порядка 5 раз получается. Это довольно часто, практически ежедневно. Как реагируют нерюнгринцы? Я видела ролики в Инстаграме, видела различные комментарии. Как подходили ли к вам? Как они вообще? Смирились ли уже? Смирились, не знаю, но реагируют в большей степени положительно. Наверняка для них это ново. Редко встречается, человек в такой мороз зимой на улице. Но когда люди начинают узнавать меня поближе, понимают, что человек адекватный, занимается здоровым образом жизни, ведет, старается. Поэтому, я думаю, все нормально. Люди привыкнут и успокоятся. Как сказывается такое закаливание на вашем самочувствии? Улучшилось ли оно? Очень лучше. То есть, если у меня раньше какая-то сонливость, какая-то слабость была, то после закаливания организм мобилизирует все силы, и день проходит просто на ура. Спасибо большое. Что вы можете сказать всем? Да, друзья, всем якутянам, нерюнгринцам, вообще всем россиянам хочу пожелать здорового образа жизни вести, потому что сейчас у нас очень много проблем с алкоголем, наркоманией, а это разрушение семей, уничтожение народонаселения, а здоровый образ жизни делает нас крепкими и сильными. Всем удачи, до скорых встреч. Спасибо большое. Хочется напомнить, что Роману 43 года, и выглядит он практически на 10 лет моложе. Может быть, действительно стоит прислушаться. На этом у нас все. Василий.
Александра, да, спасибо за столь увлекательный рассказ. Я напомню, что из Южной Якутии передавала наш корреспондент Александра Цыбикова. И тем самым мы переходим к новостям спорта. Спортсмены сборной России завоевали одну медаль в 11-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне. Подробности расскажет Власий Сергеев. Власий, кто пополнил копилку команды и каков расклад в медальном зачете вообще? Василий, здравствуй. Медаль завоевала у нас команда по санному спорту, ставшая победительницей в смешанной эстафете. В медальном зачете сборная России по-прежнему занимает второе место, лидирует команда Швейцарии, ну а тройку лидеров замыкает сборная Австрии. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены пополнили копилку одной медалью в 11-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Лозанне. Награду высшего достоинства в соревнованиях по санному спорту в смешанной эстафете завоевала команда в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы. Всего в активе сборной России, идущей на второй строке медального зачета, 26 наград, в том числе 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидирующую позицию продолжает занимать сборная Швейцарии. На третьем месте идет команда Австрии. Итоги игр будут подведены послезавтра. Пополнить копилку сборной намерены хоккеисты национальной команды, которые накануне вышли в полуфинал турнира в Лозанне. Россияне в заключительном матче группового этапа со счетом 9-0 выиграли у команды Дании и заняли первое место в группе «Б», одержав 2 победы в 2 матчах. В составе россиян четырежды отличился Матвей Мичиков. Хэт-трик оформил Иван Мирошниченко. По одной шайбе забросили Илья Квочко и Кирилл Долженков. В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в своем последнем матче предварительной стадии со счетом 2-1 обыграла хозяев соревнований швейцарцев. В другом полуфинале встретятся американские и канадские хоккеисты. Российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. В этот период капитан столичного клуба провел 3 матча, в которых нанес 8 результативных бросков. В игре против Нью-Йорк Айлендерс Овечкин, оформив хэт-трик, вышел на 9-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В его активе в настоящий момент 692 заброшенные шайбы. В гонке снайперов текущего сезона Овечкин занимает 2-е место, имея в активе 34 взятий ворот. Его Вашингтон возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 71 очко в 49 встречах. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82-63. Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Йоханнес Войтман, набравший 17 очков. У хозяев площадки самым точным был защитник Евгений Воронов. На его счету 14 баллов. ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах лиги и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 победами в 13 встречах идет на 5-й позиции. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с Нижним Новгородом, а «Зенит» дома встретится с казанским «Униксом». Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» проведет свой первый матч 2-го круга чемпионата России среди команд высшей лиги. Соперником подопечных Олега Марченко будут футболисты дублирующего состава московского клуба КПРФ. Встреча 15-го тура пройдет в Московской области. На зимний перерыв «Заря» ушла, занимая 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 13 играх. КПРФ-2 располагается на 3-й строке, имея в активе 36 пунктов после 14 встреч. Стартовый свисток матча «Заря» КПРФ-2 прозвучит завтра в 19:00 по якутскому времени. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. 6 якутских борцов зачислены в спортивный клуб 3-кратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Анатолия Белоглазова. Отбор в клуб имени именитого борца проходил несколько этапов. Сначала тренерский штаб изучил досье сотен кандидатов в режиме онлайн. Затем по итогам смотра в Подольске 40 борцов были приглашены на учебно-тренировочные сборы. В итоге в школу поступили 20 сильнейших кандидатов. В их число попали победители первенств мира братья Алексей и Петр Копыловы, а также призер первенства мира Валерий Андросов, призеры первенства России Олег Фомин, Иван Степанов и Андриан Ленский. Ожидается, что в ближайшее время спортсмены переедут в Подольск, где и базируется клуб. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Власий, спасибо за информацию. Я напомню, что события спорта для нас осветил мой коллега Власий Сергеев. А вот в городе Люберцы Московской области соединили приятное с полезным, объединив спорт и экологию. Там впервые сыграли в эко-хоккей. Так, с помощью игры людям показали, как правильно сортировать мусор. На нашей прекрасной табличке
вы можете ознакомиться, какие виды отхода перерабатываются. Они отмечены на синем фоне, синим контейнером. Которые не перерабатываются, у нас идут смешанные отходы в серый контейнер. Суть игры – на шайбах название разного мусора. Например, шкурка от банана. Ее нужно забить в серый сектор ворот. Это неперерабатываемые отходы. Или пластиковая бутылка из-под газировки. Это вторсырье. Отправляем в синий сектор на переработку. Тут же выстроилась очередь из желающих закинуть шайбу. Устроители эко-хоккея уверены, что спорт и экология могут и должны взаимодействовать. А с помощью игры гораздо легче приучиться к новому формату сбора мусора. Это должно отложиться в мозгу и происходить на автомате. Сейчас мы проверим, как отложилось в голове то, что отходы нужно разделять. Неперерабатываемый синий или в серый? Серый. Я ничего не знаю про хоккей, я футболист. Вторсырье в синий или в серый? Быстро. В синий. Молодец. А куда кидать нужно пластик? Синий. Молодец. Вторсырье в синий или в серый? Неперерабатываемый в синий, перерабатываемый в серый. Вторсырье бумага, пластик, стекло в серый. Неправильно. Почему? Потому что в синий. Ой, дальтоник. Вот так юные хоккеисты в процессе игры сориентировались мгновенно. А вот те, кто постарше, перестраиваются с трудом. Даже глава Люберец Владимир Петрович Ружицкий поначалу замешкался. Владимир Петрович, быстро, вторсырье в синий или в серый? Вторсырье, оно разное, поэтому вторсырье, оно бывает и... Хотя вторсырье, конкретно ответим, в синий. Правильно. Хотя сам глава городского округа уже давно сортирует мусор и выбрасывает его в разные контейнеры. У меня просто ведро для отходов, которые, скажем так сказать, сырые или мокрые, и просто пакет для банок, склянок, металла, картона, да. В Люберцах прошел первый турнир по эко-хоккею. Дальше акция пройдет и в других городах Подмосковья. Это будет наш Егорьевск, это будет Воскресенск, это будет Раменская и Жуковский. В течение зимы? В течение зимы. Хоккей же. А летом будем играть в волейбол. Максим Беспалов, Кристина Зайцева, Елена Перова. Новости 360. Говоря же о интересных мероприятиях в нашем регионе, с сегодняшнего дня в Национальной библиотеке Якутии открылась выставка художника графики Терезы Паченко-Чавес. Сейчас с нами на связи Полина Долинская. Полина, чем уникальна эта выставка и почему стоит ее посетить? Здравствуй, Василий. Сейчас мы находимся в Национальной библиотеке нашей республики, где представлена выставка одного из выдающихся художников-графиков Терезы Паченко-Чавес, которая является членом Союза художников России, а также Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКо. Выставка носит название «Анатомия ДНК» и представляет она собой серию фантасмагории. Когда смотришь на нее, она вызывает несколько противоречивые и неоднозначные чувства. В принципе, это именно то, чего и добивалась автор. Нам удалось поговорить с художницей, вот что она нам рассказала. Я стараюсь такие сложные, непростые работы создавать, которые задавали бы вопросы, заставляли бы думать, фантазировать людей. В целом я приверженец различных техник, стараюсь в разных стилях и манерах писать и работать. На выставке представлено 16 картин автора. В городе Якутске «Анатомия ДНК» представлена впервые. И это первая персональная выставка для Национальной библиотеки. И об этом нам рассказала Светлана Иннокентьевна-Байтунова. Тоже предлагаю вам узнать и послушать. В настоящий момент сейчас открывается третья по счету выставка графика очень известного, самобытного, необычного, с уникальной личностью, с глубокими такими интересными корнями. Это Тереза Паченко-Чавес. А до этого у нас уже прошло две выставки, и были они в тандеме тесном с Арктическим государственным институтом культуры и искусства. Это были выставки в основном студентов, отделения живописи.
Основная мысль анатомии ДНК обо всем живом, от самых недр планеты и до вселенских масштабах, а также с момента создания мира и до сегодняшнего дня. Каждый, кто посетит эту выставку, сможет открыть для себя что-то новое и что-то новое узнать, а может быть и увидеть. Для жителей города Якутска и гостей нашей столицы выставка продлится до весны этого года и пройдет она в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к теме погоды. Активированный день объявлен в Аймиконском районе Якутии. Сегодня в селе Аймикон и поселке Уснера температура опустилась до минус 57 градусов. Занятия отменены для учащихся с 1 по 11 классы. Таким образом, в школу не пошли 126 учеников. Усиление морозов прогнозируют и в районах Якутии. Значительное понижение температуры ожидается в 9 районах в ближайшие сутки. Затем 24-25 января ожидается усиление морозов в Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Татинском районах с понижением температуры воздуха до минус 48, минус 53 градусов в зависимости от района. В населенных пунктах прогнозируют морозные туманы. Ну а сейчас о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. Так, в Алдане минус 21 градус. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление сегодня составило 701 миллиметра ртутного столба. На термометрах Ленска минус 18 градусов. Облачно. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Мирном сегодня минус 23 по Цельсию. Давление составило 722 миллиметра ртутного столба. Ветер там дует со скоростью 3 метра в секунду. В столице Южной Якутии в Нерюнгри минус 27. Безветренно, облачно, без осадков. Самая низкая из 5 городов температура сегодня снова в Якутске. Минус 35. Ветер 2 метра в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Ну а к этой минуте у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.